Песчаный карьер в зеленецком местечке Парчик с наступлением весны для частных предпринимателей – настоящая мекка. Половодье уже совсем скоро, и запасник этот зальет водой, поэтому песок им, похоже, надо вывести во что бы то ни стало, даже вопреки закону. В Коми весовые ограничения на переезд транспорта были наложены еще 5 апреля специальным приказом министра строительства и дорожного хозяйства Сергея Двуреченского. Причина – дефекты и повреждения от грузовозов, которые делают дороги небезопасными. Дальше больше. Совет депутатов Сыктывдина 13 апреля ввел свои районные ограничения, но вывоз песка КАМАЗами не прекратился. В объемах они, наверное, даже еще и прибавили, к недовольству местных жителей. Начиная с 8 утра до 5 вечера, до 4, до 5, и в промежутке там, я не знаю, может, полчаса туда-сюда. Мешает ли вам? Мне да, потому что у меня 2 детей, они мешают. Малыши, они мешают. Ограничительные знаки на въезде в Зеленец установили только вчера. Вчера же они странным образом и исчезли. Остался аккуратный срез, скорее всего, от штыковой лопаты. Этим, конечно, сейчас занимаются полицейские, но обвинять мы никого не станем. Ни пойман с поличным, ни вор, даже если у тебя тут прямой интерес. С Парчика вывозится огромное количество песка. Получается, эти большегрузные машины, КАМАЗы, они просто ломают эту дорогу напрочь. А ведь эта дорога социального значения. По ней все-таки ездят автобусы. Это автобусы с детьми. Ведь в Парчике, в Зеленце находятся садики, школы. И это просто чревато для безопасности дорожного движения. К моменту приезда нашей съемочной группы уже никто ничего, разумеется, не возил. Информация о нас уже пошла куда надо, а связь здесь работает очень хорошо. Но мы-то с вами люди опытные, знаем, где искать. Ларчик открывается просто. Камера наблюдения придорожного кафе. Хотя бы за сегодняшнее утро. И что же мы видим? 7 часов 42 минуты. 2 груженных песком КАМАЗа выезжают на трассу. Случайность? Монтаж. Промотаем дальше. 11 дня. И снова КАМАЗ с песком. И еще один. Прямо под носом администрации Зеленца. Странно, не правда ли? Этот вопрос мы и задали главе поселения. Да, на данный момент происходит также вывоз песка с карьера. Хотя постановление администрации района мэр Сыктывдинский сейчас сделано с 13 апреля, но на данный момент не прекращается. А есть какие-то правовые способы остановить это? Это же нарушение закона. Есть и только штрафные санкции для предприятий, которые перевозками занимаются. Но это должны, конечно, сделать, я так думаю, ГАИ этим заниматься. Но на основании того, что сейчас знак, который должен стоять на въезде в Зеленец, его просто своровали. Если уж говорить честно, дорога через Зеленец – одна большая стиральная доска. Груженные КАМАЗы в 11 или 18 тонн остатки полотна превращают в труху. И потом вовсе не удивительно, что здесь происходит ДТП. Вот в этом месте на трассе свежий венок, погибшая маленькая девочка. Несоблюдение правил и предписаний жертвы может приумножить. Депутаты района просят вмешаться своих старших коллег. Если администрация Сыктывдинского района не может повлиять на эту ситуацию, то я обращаюсь в Государственный совет Республики Коми с просьбой о том, чтобы или помочь, или воздействовать на эту ситуацию. Депутаты Госсовета таким наглым и беспринципным нарушением законов были откровенно шокированы, как и попустительским отношением районных властей. Меры реагирования обязательно будут, заверили нас. К чему это приводит? Это самое главное приводит фактически к потерям бюджетом через приведение этих дорог в негодность. Завтра мы будем, как обычно, искать с вами деньги на восстановление этих дорог. Самое плохое, что эти дороги сегодня являются такими артериями жизни, потому что по ним возятся и продукты питания, по ним перевозятся дети, ездит скорая помощь, полиция, выезжают люди в город. И, конечно, в этот период, наверное, сознательным предпринимателям имело бы смысл несколько остановиться. С нашей стороны, я полагаю, что в ближайшее время мы сейчас поднимем справку и запросим надзорные органы, в том числе ГИБДД, спросим профильное министерство с точки зрения подобных случаев по другим территориям, по другим дорогам районного местного значения. С одной стороны, посмотрим на фактуру и тот материал, который есть. С другой стороны, мы понимаем еще и такую вещь.
У нас сегодня много говорится о том, что должны быть введены в том числе и технические средства контроля через передвижные пункты весового контроля. Насколько мы полагаем и видим сейчас, такие пункты у нас в рамках государственного унитарного предприятия «Дорожный контроль» существуют. Значит, нужно просто пользоваться им. Конечная точка вывоза песка – территория бывшего управления механизации и строительства, прямо напротив очистных ЛПК. Здесь уже вырос песчаный террикон. Растет он каждый день. Но не сегодня. Все персонажи пока местечко покинули. Видимо, до особых распоряжений. Максим Васильев, Дмитрий Ведерников, телеканал «Юрган», Сыктывдинский район.